Раннее утро, на часах 6. На берегу Печоры в Усинском поселке Парма уже многолюдно. Летом, когда открывается речная навигация, до дальних сел можно добраться только по воде. Сегодня у нас начинается интересное путешествие. Мы едем в село, которое 2 года назад получило статус населенного пункта с самым смешным названием России. Встречай нас, Мутный материк. О самом селе и истории его названия мы расскажем чуть позже, а сейчас садимся в теплоход и отправляемся в путь. Хотя расстояние не такое большое, примерно 180 километров, дорога по воде занимает больше 6 часов. Казалось бы, доехать с ветерком до дальнего села можно за пару часов. На деле же все по-другому. Теплоход «Николай Горный» серии «Заря» едет с небольшой скоростью. Кроме этого, заезжает во все села и деревни, которые стоят по Печоре – Щелябож, Захарвань, Денисовка. Только вот названий населенных пунктов на сельских пристанях нет. Куда причалил теплоход, остается только догадываться. Капитан Горного Вячеслав Николаевич Булка всю жизнь проработал на Печоре. Как говорит сам, не изменяя ни жене, ни реке, ни работе. Здесь его знает и уважает каждый. За столько лет работы на судне он давно стал своим. Капитан уже 10 лет управляет Николаем Горным. Кстати, судно он привез лично сам из Петербурга. Везли корабль на поезде. Позже поменяли двигатель. Нашли его за границей, в Германии. Видите сами, в каком оно виде. В товарном, в хорошем. Как вам, комфортно едется? Ну вот видите. А если бы не чинили, ничего не делали, как бы выехали? Дискомфортно. Ну поэтому вот так и стараемся. Все зависит от экипажа. Как экипаж, так и кораблик. А судну же вообще сколько лет? 42 года. Как вы думаете? Вам есть столько? Ну вот видите. Не ровесник, но трудится. Старше. Да, как на вид. Москва приезжала, была очень такая большая комиссия, и Москве понравилось, сказали, что вот у вас в бассейне единственный теплоход, такой ухоженный, посмотрели, все, сфотографировали даже его. Ну и нам приятно. И русло меняется, все меняется. А человек не меняется за 10 лет. То галстук носил, а завтра уже идет без галстука, уже на распашку. Ну так же и это. Сегодня здесь ход, завтра там. Где протока сильнее, там, значит, судовой ход. Где послабже, как человеческий организм, послабже уже чахнет. Значит, засыпает песком, меняется все. Ну а так в итоге это нормально. А ведь могло быть гораздо хуже. Транспортная проблема для жителей этих мест уже много лет одна из главных и самых острых. Летом сюда можно добраться только по воде, в холодное время года – по зимнику. А вот в распутицу весной и осенью летает вертолет. Только вот если на теплоходе пассажирских мест почти 60, то Ми-8 вмещает чуть больше 20 человек. Поэтому записываться на рейс нужно сильно заранее. Ближе к полудню, наконец-то, показался Мутный материк. Издалека он действительно выглядит как остров. Возможно, поэтому его и сравнивают с материком. Это сейчас до Мутного материка добираться долго и в зависимости от сезона проблематично. А раньше, вспоминают местные, до села 2 раза в день летал самолет, да и пассажирский катер ходил регулярно. Предлагали даже построить хорошую асфальтированную дорогу до Усинска. Только вот местные жители тогда высказались против. Мол, с хорошей дорогой и пришлых будет много. Наверное, пожалели свои угодья, ведь места здесь издавна богаты рыбой и дичью. А ведь тогда никто и подумать не мог, что транспортная проблема в недалеком будущем станет так остро. Мутный материк – село с богатым прошлым и довольно интересным настоящим. Стоит напомнить, в 2019 году село выиграло в конкурсе за самое смешное название населенного пункта сервиса путешествий Тутуру. Тогда за Мутный материк проголосовали почти 30 тысяч человек. Сами местные жители тоже не остались в стороне, голосовали практически все. Благо, спутниковый интернет в Мутном материке есть почти в каждом доме. Только ничего смешного в названии и жизненном укладе местные не видят. Село как село, с привычным для всех местных названием. Сегодня о том конкурсе уже забыли, ажиотаж затих. Напоминает о необычном статусе только небольшой памятный знак, который скромно стоит в углу местной администрации. Но все же вернемся к истории села. В этом году Мутному материку исполнилось 150 лет.
Село по сравнению со многими другими населенными пунктами нашей республики не такое уж великовозрастное. Стоит вспомнить, что берега могучей Северной Печоры заселялись постепенно. Здесь можно было строить дома, перемещаться по реке на дальние расстояния, охотиться и рыбачить, разрабатывать земли, содержать домашний скот. И, конечно, красота природы и чистая вода играли немаловажную роль при заселении этих мест. Берега ниже по Печоре заселились гораздо раньше. Скажем, первые деревни в соседнем нынешнем Ижемском районе появились уже в конце XVI века. И неудивительно, по реке и ее притокам ходили суда купцов и торговцев, поэтому оживленный торгово-промышленный путь способствовал быстрому росту населения. А вот еще 150 лет назад эти берега были абсолютно пустынны, земли не разработаны, а вместо нынешних домов росли деревья. Но осенью 1871 года к этим берегам причалили лодки. Появилась деревня Щем-Эндрей. Первый житель Андрей Семенович Артеев, Щем-Эндрей, приехал сюда из соседнего Ижемского района, из деревни Вары, что находится ниже по течению. Облюбовал он эти удивительные места тогда, когда ходил здесь со своим стадом оленей. И неудивительно, ведь места здесь богатые и безумно красивые. Осенью 1871 года на больших лодках-шнягах со своим большим хозяйством, со своими 5 сыновьями и женой Дарьей Андреевной приехали они осваивать это красивое, облюбованное для них место. Вслед за ними через некоторое время приехал сюда, узнав об этом, Ванюта Аксений. Он был не семейный, и Артеев Андрей Семенович взял его к себе. Он тоже был большим помощником. А потом, может быть, меньше 10 лет, приехали Немчиновы, Каневы и другие. Трудно представить, в каких условиях пришлось жить и работать первое время семье основателя. Все земли обрабатывали вручную, постепенно возвели дома и хозяйственные постройки. Сегодня первых домов уже нет, самые старые строения датируются началом XX века. Один из домов, двухэтажное здание, стоит в центре села. Только вот нынешние хозяева его обновили, поменяли крышу и частично окна, обшили фасад. Но дух старины все еще чувствуется. Первые дома в Мутном материке располагались именно здесь. Это сейчас село растянулось более чем на 5 километров. А тогда, 150 лет назад, основоположник села Андрей Семенович Артеев со своими сыновьями выбрал себе место под дом поближе к реке, к Печоре. Раньше жители строили дома, как правило, возле реки. Она была и кормилицей, и основной дорогой. Жители занимались сельским хозяйством, держали и пасли оленей, ловили рыбу, пушнину и дичь. У большинства никогда не возникало мысли покинуть эти богатые края. Основатель Мутного Щем-Эндрей прожил здесь всего лишь 18 лет. Сегодня на возвышенности в центре села стоит памятник первооснователю. Здесь, под большим камнем, он и похоронен. Сейчас на этом месте стоит памятник погибшим в Великую Отечественную войну, а много лет назад тут было сельское кладбище. Один из сыновей основателя села, Тимофей, покоится возле церкви. Деревянную церковь в Мутном материке построили больше 100 лет назад, когда в деревне было около 10 дворов. По рассказам старожилов, церковь Введения была построена в 1905 году. Возводили ее всем миром из лиственниц, а вот внутреннее убранство, иконы и церковную атрибутику помог приобрести ижемский купец Мизя. О нем здесь мало что известно. Говорят, он часто плавал по Печоре, покупал у местных пушнину и рыбу. Церковь в селе построили в начале 20 века. Строили ее всем миром, хотя тогда в деревне насчитывалось чуть больше 10 дворов. В советское время здесь был клуб, склад и даже школьный спортзал. Но уже в середине 2000-х обновили крышу, поставили новый купол. И что самое интересное, вот под этой обшивкой стены все те же, из лиственницы. С появлением церкви поменялось и название села. По рассказам старожилов, придумал его священнослужитель из ижемского села Кипиева, который приезжал проводить службу в Щем-Эндрей. Каждый раз, поднимаясь на лодке по Печоре, он замечал:
Село издалека видно как бы в дымке, даже в солнечную погоду. А само место, где находится село, образует косу, потому и материк. Только вот некоторые старожилы до сих пор называют населенный пункт на Комилад, как в старые времена – Щем-Эндрей. Сегодня, по рассказам местных, потомков первого жителя Андрея Семеновича Артеева насчитывается почти 400 человек. В самом Мутном материке их тоже много, с некоторыми мы познакомимся чуть позже. А сейчас идем в гости к самым узнаваемым и уважаемым жителям села. Здравствуйте! Здравствуйте, гости дорогие! Проходите, пожалуйста, исповедайте наши блины. Как вкусно! Старались. Спасибо. А уж как получилось, это другой вопрос. Проходите. На улице холодно, дождь идет. Сейчас будем чай пить сначала. Чета Каневых встретила нас с порога как самых дорогих гостей. Анатолий Григорьевич и Татьяна Андреевна по профессии учителя физики, а по призванию скорее лирики. Оба много лет занимаются краеведением, изучают историю села. Их дом больше похож на музей. Огромное количество рукописных работ, коллекция часов и марок, старинная утварь, личные вещи близких родственников оленеводов. Особенно дороги для хозяина дома вещи его деда Алексея Ивановича Канева. В этих местах он славился как один из лучших оленеводов. Жизнь его была нелегкой, много испытаний выпало на его долю. Корвиди сейчас родоставили. Вот. Все были зей верующий мор. И сейчас, например, тогда на котором ценные мекиас, коли тачекеркас, та Евангелия, например. Вот, та чем сок тогда кутенка выймовые, что та важная Евангелия, да, Евангелия. Если касается зей верующий мор, вот, та чем книга меке молитва ясна. Избе вешке еще меке карама. Аджанат кучамся. Значит, мы дыранин тая сес меке карама. Может, айсланин кирка, может, дедусланин меке карама. Но все равно тая сохранить чем тая тоже молитвенная книга я составила ставится меке карама. Сохранить чем. Вот. И вот дневники осветитема, дневники осветая важя, дневники осветлен куч, мы гижалома дневники осветлен, кутан мы корду раз куч мы карама, молитва яса, скына, асмейкинас, старославянские мейкинас, тайна гижалома. На вопрос, а зачем вам это надо, жить историей, прошлым, собирать реликвии и старинные вещи, Анатолий Григорьевич ответ находит, не задумываясь. Коломус вещи, Иисус Мунанес, коломус ланасас мейке законяс, независимо мы код мы кудмейкера. Шурасы скоре, значит и никод не номус чумейкарна. Не аслуменумся. Меня маломус этанин коли мейкарна. Но может быть мы менегижа с аккордлыке корке, ласкутамке ценности. Оломске мувала слово, конечно, оломске ло. Анатолий Григорьевич уже давно не преподает. Его супруга Татьяна Андреевна много лет проработала директором школы, а теперь заведует школьным музеем. Новую школу в Мутном материке построили в начале 2000-х. Тогда учеников в селе было намного больше, чем сегодня. Современное двухэтажное здание ничем не отличается от городских школ. Стоит оно на окраине села. Историко-краеведческий музей работает с 2006 года. Собирали экспонаты всем миром. Многие вещи постепенно перешли из дома Каневых. Здесь у каждого предмета своя история, своя жизнь. О музее, предметах быта, истории села, о прошлом и настоящем Татьяна Андреевна со своей коллегой Ольгой Захаровной Истоминой могут говорить долго и интересно. Село за свои 150 лет пережило многое – революцию и коллективизацию, Великую Отечественную войну и перестройку. А еще у Мутного материка, как и у многих северных сел, есть еще одна горькая страница истории. Недалеко от Мутного есть место, называется оно Нялта. В начале 40-х прошлого века сюда переселили немцев Поволжья. Сегодня в тех местах уже ничего не осталось. Одни холмы от развалившихся землянок, где жили спецпереселенцы.
Но экспедиции и родственники бывших жителей в эти места приезжают регулярно. Татьяна Андреевна и сама не раз бывала в местечке Нялта, видела своими глазами, в каких нечеловеческих условиях жили люди. Поселка давно нет, спецпереселенцы разъехались, мало кто остался в мутном материке. Сама Татьяна Андреевна тоже не местная, а с самого юга нашей республики, с Прилузского района. Но мутный материк для нее уже давно стал вторым домом, любимой родиной. Нам с мужем можно было много раз уже уехать жить в город. Или в Печору, или в Усинск. Вот. Но мы не можем уехать. Я-то сама приезжая из Прилузского района, а муж местный, сюда я замуж вышла. Я сразу полюбила это село, и оно мне до сих пор нравится. И я не могу представить себе, как это может не нравиться, село Мутный материк. Оно такое красивое, такое прекрасное. Такая здесь история этого села. Это можно даже вот здесь в музее, можно это месяцами сидеть изучать. Поэтому я, например, не жалею, что я здесь живу. Действительно, село находится далеко от большой земли. Но вот жизнь здесь мало чем отличается от других сел. Люди остаются на малой родине, женятся, рожают детей, строят новые дома. Во дворе у многих жителей можно увидеть небольшие пилорамы. Стройматериалы изготавливают сами. Так намного выгоднее, ведь везти в такую даль все необходимое обходится недешево. Валерий Трошев – один из многих, кто купил небольшую пилораму. Несколько лет назад его родительский дом сгорел. За 3 года отстроил новый. Родился Валерий Витальевич в Мутном материке. Много лет жил и работал вдали от дома, в Сыктывкаре и в Ухте, а потом вернулся обратно. Не получился из меня городской житель, смеется мужчина. А este спокойствие, este просто спокойствие, este абуса суета, скучаемся города. Este просто олан и ребятан, асула ребятан. Захотите, ребята зачаты, например, мы не охотничать, если это сезон, конечно. Если это сезон, рыбалка ловит. Вот там я питаю, например, соддоном, мике нокшарут на вот пыра, пышан ломта, мыши спокойно, а карнса мыслетен 4-16 карнса. Деревня нас это продвигайте оланса мортус движение. Когда мы ехали в командировку, то и представить не могли, что село Мутный материк такое большое. Сегодня оно состоит из нескольких микрорайонов и даже уровней. По краям, в начале и в конце села новые улицы и постройки, а посередине, ближе к реке, стоят дома постарше. Улица Молодежная появилась в Мутном материке в 90-е годы прошлого века. Здесь живут в основном семьи средних лет. Одна из таких – семья Немчиновых. Их двор отличается от остальных. Повсюду цветы, участок просто утопает в них. В огороде растет абсолютно все, и это не преувеличение. Немчиновым удается вырастить даже арбузы. Оказывается, давно, в 40-е годы прошлого века, в Мутном материке уже выращивали южную ягоду. Причем в больших количествах. Удивительно, но факт. Поэтому для местных это не в диковинку. Табак се юна стен быттемаш, арбуз, капуста се юна быттисн, даже фронт властышно олиснес. Ну, аламаш баржа ясы. А вот арбуз, дыня, мевошили быттен да изводну, даже эния гожу в нас. Девичий виноград садит ли, но кымис, какво се олис, а сейчас кымис жрай. Кучам талысло, мян тынас сыща. Как раз лымисыла, си весе тулыс нас кот заморозки ясыс. Вот сек зауна викуленс. Кори клубника с вымерзнитла кыммала ставыс. А слива да вишня ты О, слышать, северный, уберитас на саке, он был северный район. Оказалось, Людмила Михайловна – потомок праправнучка первоооснователя Андрея Семеновича Артеева. При разговоре сразу нам поведала об этом. Такая любовь к земле, к селу и к своей родине у нее, наверное, от предка. Мен это не кучевскуска, менам города питады, то менам не стресс. Мен Никола Баргорда. Да. Где родился, там и сгодился. Мне доктор собирательный чего. Молодежь то строительный моден, озмадному. Верес локтиз да. Смена вылиш локти за захотит из пруд. Фонтан надвал я шатавота иги пуктуле. Фонтан надвал. И черия солис на коляну. Йокуш да гучусна. Гучвали. Олис на гожам будет шата арнас такима. Ватик йокуш сиджи та ездило яканки науял.
Сосед Людмилы Михайловны Евгений, кстати, тоже немчинов, местный кулибин. Все лето строит, мастерит каракат, в народе болотоход. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Техника нынче дорогая, вездеходы не всем по карману. Поэтому мужчина решил из старенького УАЗика собрать самодельную проходимую машину. Пока работа остановилась, местный токарь уехал на вахту. В этих краях без такой техники никуда. В лес за грибами, на болото за ягодами, к речке на рыбалку. А весенне-осеннюю слякоть и даже холодной зимой в местный магазин скататься можно только на таком транспорте. Mesela yıl 131 мен синеясыз. Асыщарны сварканы благословать выем, ставы выем. Каран болгарка сварка. Материал сейчас закажет да коммерсант я своясын да и каран не ожидан. Ну старас чаш мы естен мен выем картурис. Пока издать не стался. Все еще картаны, да? Ну, А двигатель сокодлыч пуктанный? Двигатель. китайский двигатель Лифан. Это бурана сула, тенас. Бурана са ужом нас еще. Я стану тракторист, я стану совхозен рабитим. То есть лёка монтен да питал има. Совхоз из меня как стался выдадись. Карна самый. Сегодня в Мутном материке практически возле каждого дома стоит техника. Автомобили, бураны, трактора и даже автобусы. Еще 20 лет назад в селе была всего лишь парочка автомобилей. Возле старенького УАЗа встретили мужчин. Михаил Дуркин оказался человеком разговорчивым. Всю жизнь проработал в местном совхозе. О жизни прошлой и нынешней рассказал нам с удовольствием. Совхоз кёшка шикарный, тут я создана. А езы доллар еще равно уджала на А мы на этот код родители с будмискаченом у нас на. Бекедон мун. Код меня так это ничего, останусь термин конкретный код демос. Ужаларный совхозен. У нас совхоза суджала, да? Это рои вот он реколи. Estén кус отделения но еще морки азуровые. Но мы, например, телядери рабити визуален. Сетен до 80 человек, ну, став телядь мы и нас бригадас вали. Они свяжа бригадас вид квать морт. Вот не намали валеста скарна, тенне аджас не валести, что видно дико вразуле. Стало свидульность. А они Сейчас на сенокос уже не собираются такие большие бригады. Пастбища, поля и поголовье скота сократились в несколько раз. В Мутном материке, как раньше, уже не держат овец для производства шерсти, не разводят здесь и серебристо-черных лисиц. Но все же на сегодня совхоз «Северный» – самое большое предприятие в селе. На краю села мы совершенно случайно нашли вот эту деревянную лодку. Комижемцы называли ее «Шняг». Конечно, сейчас местные рыбаки уже не ездят на таких. У всех алюминиевые или железные лодки. А в старину на ней возили и пассажиров, и сено, и даже выходили на рыбалку. Ведь в старину и улов был больше, и рыба покрупнее. Mecha odru na ola disna turu. Mutta metoda da черику 있는데 저기 두야 우르다쇼는 чериса унагумла лисна. Уна выдерживает. Вот. А картпужис изва, катерис баражи изва, а пущу зайдя карышты не воедин. Сынами ветлалама, вашки ночань мутная. Прикинь, там юрда пужен. Пукшасна, не улян сынана и лухтана. Дискотека была. Мастеров-лодочников в селе не осталось. Последний из них жил в соседней деревне Васькино. Сейчас деревянных лодок в селе мы не увидели, только современные, покупные, сделанные на заводах. На реке, на самом нижнем уровне села, целый лодочный парк. Здесь, на Печоре, без водного транспорта никак. Практически каждый мужчина в Мутном материке заядлый рыбак. У местных это занятие в крови. В хорошую погоду все выходят на матушку Печору. В плохую наблюдают за ней и ждут штиль. Часто питала на тач бинокль на Да. свіджедне, а муєчка слідить там, да? А мене сидить там. Код рибачите, код качамуна, все сидит там. Валешис, оленце, где там. Гравиш, ань мураты дали, да. А ти читане вообще? Мене, Олан була без Мутний материкас. ментай нравится, а кто-то ся. Уна использует муннин пушины да иктенаму. Ся, семья, сестер, става сестер. Ся, ставнум ке мунам код колясь.
кодас. Только работа наста слабее джигда си. Совхоз пукше. Совхозовские процветает исход. Дашке язысымы измунно. Печально, что много молодых придерживается такого же мнения, что где-то вдали от дома, на большой земле жизнь будет лучше, и уезжают. Алексей Андреевич Ануфриев себя считает тоже местным, хотя родился в Ненецком автономном округе в поселке Харейвер. Его отец из Мутного материка, мать из села Сизябск Ижемского района. В детстве и по молодости приезжал сюда каждый год. Жену себе нашел тоже здесь. Уже много лет он живет в Саратовской области. В этом году приехал на юбилей села, но из-за коронавирусных ограничений торжество отменили. За 20 лет именно столько Алексей Андреевич не приезжал на родину отца. Мутный материк изменился до неузнаваемости. Село Свещима. Мекор 25 лет назад были, кадютер сайн. Не этих машин изба. Этих совхозные машины, что увозят. Специально межбратан дурнули. Куи машина, а корвистан, что беднее у нас народ, скудьва беднее, если куи машина имеет нас. А кто, племеш, правильно стався из стола? Печора. Каждый день у реки свое настроение. В день нашего приезда она встретила нас спокойной водой, а уже на следующий день покрылась густым мутным туманом. А вот сегодня не на шутку разбушевалась. И так и хочется сказать, не река Печора, а Печора – море. Погода в этой командировке действительно проверяла нас на прочность. Сильные затяжные дожди сменялись на недолгую, солнечно-ясную погоду. Штиль на порывистый ветер. Только вот Мошкара в это время года неизменно была агрессивной и навязчивой. Для неподготовленного человека это оказалось самым трудным испытанием. За несколько дней мы успели познакомиться с удивительными людьми, с интересной историей села и побывали, несмотря ни на какие трудности, в каждой точке этого необычного и гостеприимного села. Мутный материк удивил нас по-настоящему своей оторванностью от большого мира, но в то же время современными, не отстающими от жизни в большинстве своем добродушными людьми, добротными домами и широкими улицами, особым колоритом и языком. А еще удивила нас здешняя природа. Особенная и неописуемо красивая. Село, которое прославилось на всю Россию 2 года назад, оказалось абсолютно несговорящим названием. Мутный материк – это то место, которое запомнится надолго и куда хочется обязательно вернуться.